Жильцы дома по улице Семена Данилова в Якутске доведены до отчаяния. Все дело в том, что в 2012 году их дом признали аварийным. А в этом году, согласно федеральной программе, должны были расселить. Но вместо этого они сегодня утопают в талых водах, а городские власти им сообщили, что с переселением придется подождать. В ситуации разбиралась Сусанна Рожина. Кажется, городской власти абсолютно безразлична судьба людей, живущих в неблагоустроенном деревянном жилфонде. Несмотря на то, что этот дом давно, еще в 2012 году, признан аварийным, люди, в том числе и инвалиды, вынуждены жить в невыносимых условиях. Каждую весну их затапливает буквально собственными же фекалиями. И люди каждое утро вынуждены чуть ли не босыми ногами выходить из своих комнатушек, чтобы выйти на работу. Все равно люди вот босыми ногами до туда ходили. Невозможно было сюда вот так вот ставят городушки, а дети бегают, и падают, бегают, и играют, и в мяч играют здесь. Писала заявление и в мэрию, и Аксентьевна писала заявление, на прием к ней просилась, все эти документы у меня есть, чтобы, вот у меня муж инвалид, да, он ни в туалет не сводить, никуда, ничего, а вот сейчас вот это проблематично у нас, да, чтобы нам помогли, как бы, чтобы, да, наш дом находится на сносе, да, под снос он идет, но сказали, как только выдадут, как придут деньги с Москвы, как будет строительство, как что-то, ну, года 2-3 еще живите. Это был ответ такой. Но в таких условиях жить еще 2-3 года, как предлагают городские власти, невозможно. Люди устали бороться с безразличием и уже своими силами пытаются откачивать эти фекальные воды. Но выгребных ям нет, мусор также не вывозится, а в туалет просто невозможно зайти. Сам туалет я покажу вам, пожалуйста. Если возможно туда ходить, пусть их жены придут сюда. Их жены отправить сюда их детей. Ну, хватит мозги. Еще раз повторяю. Ну вот, можете судиться с ними, с управляющей компанией, если что. Я же вам тоже помогаю. Люди уже доведены до края и просто не знают, к кому обратиться за помощью. Ну, девочки нам сказали, что мы в 2012 году поставили дом на аварийность. Да. И мы стоим в первых числах. Угу. Ну вот ждем. Ну, как сказали... В общем, сказали, что еще деньги не поступили. Звонили мы в ДЖО, хотя сказали март, апрель, май, июнь. Сейчас уже сказали осень. Этого года? Да, этого Вообще, года. Ну, не знаем, точно мы не знаем, но говорят, еще деньги не поступили. Сроки расселения постоянно передвигаются, но даже инвалиды, которые по закону должны бы получить квартиры в первоочередном порядке, не могут этого добиться. Kotu hirten kälän brastarga чугас үчөйдик эмтенер үчөй условия олорару. А тем временем городские службы и управляющие компании кивают друг на друга, а проблемы людей не решаются. По информации Кудрстрой идет от парка этих лотков. После того, как будет произведена от парка, соответственно, вся вода с этих домов начнет уходить, в том числе с придомовой территории. Пока лотки не были отпарены, нами производилась откачка своими силами. Такая же ситуация по улице Семена Данилова, 3. Даже если нет никакой возможности расселить людей прямо сейчас, то попытаться создать нормальные условия для проживания здесь все-таки могли бы. Просто вывозить вовремя мусор, чистить туалеты и как можно чаще откачивать фекальные воды. Сусанна Рожина, Георгий Григорьев, Якутск.